Привет, друзья мои! Сегодня на ремонте у нас Chevrolet Lachetti. Приехала, троила и выкинула весь антифриз через трубу. Значит, что это? Похоже, это прокладка ГБЦ. Я выкрутил свечи и посветил фонариком цилиндры. 3 цилиндра сухие, а в 4-м цилиндре мокро. Вот там вот внутри в колодце поршень весь в воде, то есть в антифризе. Значит, что, пробила прокладку ГБЦ, будем снимать и менять. Так что вот так вот такая проблема. Сначала, ребят, снимем все навесное оборудование, которое здесь вот нам будет мешать. Это фильтр, коллектор впускной, то есть выпускной. Значит, вот эти катушки зажигания, сольем антифриз. Вот, потом снимем ремень газораспределительного механизма. Тут это все я покажу как. Может в отдельное видео, наверное в отдельное видео выведу замена ремня ГРМ. Так, сейчас сливаем охлаждающую жидкость. Соединяем форсунки. Эту всю кипу проводов отводим в сторону. Сюда. Так, вот у нас распредвалы. Ну, вроде выглядит хорошо, ни нагара, ничего. Использую, ребят, я масло и Idemitsu 5В30. Ездит, смотрите, как все прекрасно выглядит. Ни нагара, ничего. Так, почему я снял клапанную крышку? Значит, вот здесь имеются такие выплавки. Сейчас я покажу. Так, вот здесь вот под ключик выплавка. И здесь под ключик выплавка. Сюда вставим ключик. Сейчас я не помню точно. По-моему, на 27 или 32. 27, 32, что-то такое. Мы вставим, придержим и раскрутим болты шестерен распредвалов. Здесь болтик на 17, здесь 24. На этом распредвале. Закручивать будем назад моментом. Отпускаем так. Так, не путаем шестерни. Здесь, эта, которая ближе к салону, она с круглыми дырочками. Здесь такими овальными. Так, крепление, ребят, это снимается на 10, там болты к корпусу прикручены. Так, дальше снимаем ролики. Тоже ролики нам затягиваются моментом, поэтому просто так затягивать их не надо. Можно перетянуть, не дотянуть, сорвать резьбу, потому что головка она алюминиевая. У кого то каши поел много, может сорвать эти болты. Поэтому затягиваем только моментом.
Так, все, здесь мы все сняли. Теперь снимаем пластиковую вот эту вот накладочку. Головку на 10 и выкручиваем все эти болты. Ах, упал. Все, крышечку достаем. Вот он, пластиковый этот пыльник. Убираем в сторону. Так, вот у нас лист такой. Все, с этой стороны головка отделена. Теперь нам надо снять крепление генератора вот здесь. И головку блока будем снимать прямо с впускным коллектором. Там сзади там я вниз спущусь, покажу потом, еще 2 болта надо будет открутить, подпорка головки, крепление. Так, дальше откручиваем выпускной коллектор. Так, все видно. Выпускной коллектор, значит, крепится гаечками на 12. Беру такой ключ, не трещотку, потому что крепко закручено. Предварительно я набрызгал ВДшкой. Нам надо будет его всего лишь сдвинуть вниз немножко, чтобы достать головку. Так, когда открутили коллектор, все болты, этой шпильки, все гаечки скрутили на коллекторе. Трубу у нас еще, то эту выхлопную систему поддерживает вот здесь. Вот он, болтик еще. На 12, наверное, он на 12, на 14, сейчас посмотрим. Его тоже мы откручиваем, и тогда мы сможем сдвинуть всю эту конструкцию вниз. Сняли мы этот болтик. Вот он тут нету. Все, теперь вот она, вся конструкция у нас начала шевелиться. Так, все, снимаем ее, сдергиваем со шпилек. Ничего нам не должно мешать. Одну руку попробую. Все. Все, и вешаем сюда вот на коробку. Оно повисло, все, никуда оно не тянет, ничего не мешает. Снимаем прокладочку. Убираем в сторону. Так, вот спереди у нас все освободилось для снятия головки. С этой стороны мы все открутили. Спереди открутили. С этой стороны открутили. Осталось крепление вот это, вот оно. Генератора. Снизу генератор сейчас ослабим, чтобы его в сторону можно было отодвинуть. И здесь откручиваем. И в принципе... и сзади 2 болта. Там тяжело к ним подлезть, но можно, если вот так вот руку просунуть. Где-то они... вот они. Вот здесь они. 2 штуки. Так, все, продолжаем дальше. Так, с этой стороны, ребят, я генератор, короче, этот болт выкрутил. Тут как раз крепится вот этот вот шланг. Нижний болтик генератора вот здесь ослабил. Отодвинул генератор в сторону. Так, теперь переходим сюда. Сейчас видно было, засуну. Так. Вот они, 2 болта. Вот один, вон там второй. На 12 они. В принципе, снаружи тут можно подлезть. Головку взять. Так, ребят, все, эти 2 болта мы сняли сзади. Так, что у нас осталось? Что нам помешает снять? Мешает снять. Значит, вот. Значит, трубопровод к рампе. Топливопровод. Здесь аккуратно вот эта защелка такая. Ненадежная. Очень аккуратно с ней. Потихонечку ее достаем, вытаскиваем аккуратно, чтобы не сломать. Так-то они продаются, но они очень хрупкие. Вот эта вот фигня такая. Вот. И вот эти шланчики снимаем. Так, и вот этот вот. И вот этот вот. Снимаем. И убираем туда. Куда он там идет? Вот, да, туда его убираем. Все. Так, и на вакуумник вот это снимаем. Все, это все снимаем и можем приступать к откручиванию головки. Так, все, ребят, забыл датчик вот здесь вот находится. С этой стороны, вот сюда руку засовываем. Да, датчик. Давление масла, что ли? Здесь он у нас. Вот, снимаем его тоже аккуратненько. Так, ребят, еще забыл
Вот шланг от печки снять. Вот он, второй оттуда. Этот идет уже на блок на сам. А этот с головки выходит под коллектором. И вот он. Вот, отсоединяем его тоже. Так, вроде все я отсоединил. Теперь откручиваем головку. Ребят, болты головки откручиваем не просто так, как захочется, а тоже в определенной последовательности. Вот, я беру с мануала данные. Значит, первый, второй, третий, четвертый, потом пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вот этот болт должен быть болт последним. Откручиваться. Это делается для того, чтобы там не повредить головку, не повело ее, не увело. Определенная последовательность. Разработана это инженерами, которые проектировали этот двигатель и головку блока. Вот, поэтому еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. В такой последовательности будем откручивать. 4. Первый у нас этот. Я проверим, как он. Ох, ни хрена себе. Один. Два этапа буду, чуть ослаблю. Два. Два. Три. Хорошо, головка прикручена. 4. Все, головка у нас отпущена. Достаем болты. Вынимаем. Аккуратно, чтобы шайбочку не потерять. Одна где-то упала. Так, ну вроде все. Сейчас будем пробовать достать. Все. Попробуем тут достать. Тут направляющий. Опа! Опа! Все, дома. Поставим. Опа. Смотрим, что случилось у нас. Ну вот прокладка у нас. Made in Korea. Ничего визуально нету, но вот он весь мокрый. Цилиндр. Сейчас достанем ее отсюда. Нет следов. Ага. Вот оно что. Лопнула. Лопнула прокладка, ребят. Вот на 4-м цилиндре. А почему? Ну, вроде все обжато, все зажато. Короче, либо качество такой прокладки, либо повредили при установке. Я почему-то думал прогар, оказывается нет. Прогара нету, просто лопнута прокладка в этом месте. Ну-ка. Потому пошел тосол в цилиндр. Вот в этом месте. Угу. Да, вот она. Вот он след. О, вот он след. Да, вот он прям вот видно, что как она пробила. Ну-ка, сейчас мы попробуем это убрать. Все убирается. Да. Лопнулась прокладка почему-то. Почему, не знаю. Ладно, буду заказывать какую прокладку, не знаю. Железную. Все ставят железную. Кто ставит не железную. Короче,
ребят, могу сказать, что однозначного мнения нету. Я сколько перелопатил весь интернет, не раз лопатил. Смотрел, какую ставить прокладку лучше, либо железную, либо эту самую композитная какая-то есть, там ни разу еще не видел я композитных прокладок, либо железная, либо паранитовая. Все. Композитные какие-то есть, но что-то они там денег стоят, не знаю. Ну, посмотрим, поищу. Именно на этот двигатель F16D3 поищу прокладку композитную, попробую поставить композитную. Нет, буду ставить либо железную, либо не знаю. Ставил я железные, у меня была Deonex, ставил я железную прокладку и ездила без проблем. Не знаю, сейчас попробуем, подумаем, что сюда поставить. Так, ребят, теперь переходим к установке головки блока цилиндров на Chevrolet Lachetti. Так, чтобы ставить, вложить новую прокладку, нам надо поверхность блока подготовить. То есть почистить, чтобы ничего не было. Я беру еще вот такой вот растворитель 47-й. На тряпочку. И хорошенечко протираем места соединения, где будет лежать прокладка. Предварительно я лезвием от ножа канцелярского очистил все. Главное не царапать ничего. Но блок он чугунный, он твердый, так что я думаю ничего не поцарапаете. Поршневая у нас в достойном состоянии. Как бы все хорошо. Так, смотрите еще такой момент. Мы выкручивали болты ГБС. Вот они, отверстия под них. Вот, в них иногда попадает, когда снимаешь, попадает масло и так далее. Поэтому надо нам его извлечь, потому что масло несжимаемое. И мы в процессе затяжки, если будет очень много масла в них, мы можем повредить блок. Поэтому мы вот так в тряпочку ложим и отверточкой маслица достаем оттуда. Вот, видите, там какие-то остатки есть. Можно прям с этой тряпочкой, которой протирали. Можно выдуть также компрессором, у кого есть компрессор. Вот, видите, масло у нас тут есть. Оно не везде попадает, некоторых есть, некоторых нету. Вот, видите, на кончике тут есть. Вот таким образом мы хорошенечко все удаляем масло. Тряпочка впитывает масло. Вот, дальше. Мы когда ставили распредвалы, некоторые клапана на головке блока, они открылись. Поэтому мы верхнюю мертвую точку на кривошипно-шатунном механизме убираем, поставим вровень, чтобы, когда будем прижимать, клапана не уперлись в поршня. Так, ключиком, по-моему, на 17, 19, на 17. Вперед проворачиваем. Вот первый, четвертый цилиндр опускаются у нас. И вот так вот оставим до того момента, когда поставим все как по меткам нам нужно. Так, пока все таким образом протираем все, убираем грязь, песок, нагар, все эти дела. Все, дальше. Так, после того, как мы все вытерли, протерли, достали масло из резьбовых соединений, все это из резьбовых каналов. Вот, почистили. Поверхность у нас ровная, без песка, без грязи, без ничего. Так, берем прокладку. Ребят, рекомендую на прокладке не экономить. Брать только оригинал. И желательно у проверенных поставщиков, потому что есть такая поговорка русская народная: скупой платит дважды. Вот. Поставите плохую прокладку, либо подделка, то придется еще раз снимать, менять прокладку.
А это как бы работа такая, долгий процесс, тяжелый. Так, я купил оригинальную прокладку у проверенного поставщика. На данный момент она стоит 3900. Официальный дилер и так далее. Так по виду, вот если посмотреть, да, вот, ну, реально сделана она хорошо. Клепочки эти, как оригинальные, да. Имеет, она трехслойная. Вот. И вот эти слои, верхние и нижние, они имеют снутри напыление специальное. Вот, видите, оно темное такое. Вот. Средний слой ничего не имеет, там просто прокладка, она должна продавливаться как бы. Ну, железная особо не продавливается, это не паранит. Вот. Но имеет везде герметик, имеют изгибы, которые проседать она должна и придавиться, эта самая головка к блоку. Вот, сейчас номер я вам скажу. Номер 96-3220-210215. Вот, ну, будем надеяться, что это не подделка, оригинал. Вот. Все, мы там почистили все. Значит, устанавливаем прокладку. Аккуратненько. Чистенькая прокладка на место. По-другому вы не поставите. Ставится только она в одном положении. Я думаю, не ошибетесь. Вот, только вот так вот ставится. Значит, это верхняя часть, это нижняя часть. Вот. Давайте сюда. Блок имеет направляющие, поэтому, когда поставите прокладку, она никуда не денется, тут она и останется. Вот мы ставим, направляющие одеты. Вот так, давайте я покажу поближе. Значит, вот так вот. Вот так это все выглядит. Вот подканалы. Все отверстия совпадают, как нам нужно. Вот так вот она движется тут. Вот так все. Номер получается вот тут справа прописан. Вот этот вылет прокладки справа. Вот здесь номер. Все, положили. Далее берем нашу подготовленную головку блока цилиндров. Так, ребят, вот наша подготовленная головка блока. Плоскость выровнена. Значит, одеваем обязательно шланг сюда, потому что плохо будет подлезть, вообще очень тяжело. Это на печку идет. Так. Ну и все. Лучше, конечно, одевать вдвоем. Попасть в направляющую вот сюда головкой. Ну, я так как один. Попробую одеть один аккуратненько. Ровно, чтобы не повредить прокладку. Так, сейчас как-нибудь упрусь. Оп. Стараемся сразу попасть. Убираем то, что мешает. Оп, все. Все. Ребят, головка у нас легла на направляющую. Все, теперь она на месте. Нога. Все, она плоскость ровная, ничего не шевелится, ничего не шатается, ничего нам не мешает. Все, теперь берем болты. Так, ребят, болты мы подготовили. Так, я рекомендую ставить новые болты, но допускается также установка старых болтов, если они не потянуты. Ну, я склонен к тому, что если болты оригинал и снималось только один раз, то лучше ставить, конечно, оригинальные болты, потому что сейчас качество запчастей разное, и попадется настоящая деталь, не настоящая, хрен его знает. Так, если ставим старые болты, значит, ничем не смазываем, стараемся убрать все масло с блока и с болтов. Это делается для того, что если мы смажем болты, то момент затяжки у нас изменится очень сильно и будет достигаться нужная нам затяжка раньше, чем сработает ключ. Потому что все мануалы пишут, момент затяжки у нас этих болтов
Максимальное натяжение болтов у нас 11 килограмм. Как бы они для головки блока, они слабенькие. Ну, это Opel, как бы модернизированный, так сказать. Так, а в мануале написано только для сухих соединений. То есть у нас 11 килограмм это для нового болта, новой головки, нового, не головки, а нового резьбового соединения в блоке. Ну, у нас все бэушное, поэтому мы все насухо протираем и максимально приближаем к заводским параметрам. Так, болты мы вымыли. Буду ставить я оригинальные болты, которые стояли на этой головке блока. Значит, болты мы вымыли, насухо я все протер. Потратил достаточно времени. Ребят, никуда не спешим. Работа ответственная, работа трудоемкая. Поэтому потихонечку потратим лучше больше времени, зато сделаем качественно и хорошо. Так, вставляем болты. 10 болтов у нас. Также имеет порядок затяжки свой. Головка блока. Сейчас я вам расскажу. Вставляем все болты. Так, болт вот такой у нас. Оригинал. Вот, имеет прижимную шайбу. Вот такую не теряем. Если снимали, аккуратненько в сторонку складываем, не теряем. Вставляем. Так, и немножко ключиком. Ключик у нас тут на 13. Головка болта на 13. Не прижимаем, а подкручиваем до соединения с головкой. Можно руками прямо, можно ключиком вот таким образом. Идем от центра к краям. Так, первое мы будем проходить. Первый этап, значит, будем затягивать, наверное, в 5 этапов. Не наверное, а точно. Потому что делаю я уже такой двигатель F16D3 не первый раз. Вот. Стараюсь использовать только качественные детали, качественные запчасти. Так. Вот таким вот образом мы сейчас прижимаем просто. Без усилия просто прижимаем. Вот болтики у нас крутятся. Приближаем их к головке. И дальше берем динамометрический ключ. Так, ребят, последовательность затяжки я взял вот с мануала. Именно вот лачетевского, там, крузовского. Вот. Порядок затяжки. Начинаем с центральных и уходим в края. Без разницы, можно в этот край, можно в этот. Последними можно эти болты, можно передние болты. Так, ну будем, как вот написано в мануале, так и будем затягивать. Так, первый момент затяжки 25 ньютон-метров, либо 25 килограмм. 25 ньютон-метров я выставил. Вот такой у меня ключик. Все, начинаем со средних болтов. Первый. Не очень удобно, тут нагибаться приходится. Сейчас мы немножко также маленько притянем. Чуть-чуть. Никуда не спешим. Желательно это все потихонечку. Прокладку прижимать, чтобы не повредить. Несколько этапов. И будем перепроверять. Второй, третий, там, четвертый, пятый этапы, они на поворот, но мы будем на градусы, по градусам поворачиваться. Но мы будем перепроверять еще динамометрическим ключом. Так, начинаем. Вот это первый болт. Надеюсь, видно, вроде камера так далеко. Начинаем. С него будем затягивать. Работал. Дальше второй.
Так, первый этап мы прошли. И сейчас повторяем, закрепляем, потому что средние болты у этого двигателя, они прослабляются. Вот, сейчас мы посмотрим, прослабились, нет. Вот, 25 ньютон. Смотрите, поворачивается еще, видите? Оп. Какой-то в определенный момент повернулись. Оп. Тоже повернулся. Еще. Так, все. Первый этап у нас пройден. Оставляем. Я делаю промежуток для усадки прокладки, чтобы она там легла, как ей надо, растянулась, притянулась, там уселась, согнулась и так далее. Я делаю где-то промежуток полчаса-час. Ну, будем делать, например, на этом двигателе. Буду стараться выдерживать час для усадки прокладки. Все, вернемся к вам через час. Так, ребят, час прошел. Я думаю, сейчас прокладочка уже подсела, примялась где ей надо. Сейчас будем делать второй этап, поворачивать на 60 градусов. В итоге мы должны получить где-то 4,5-5 килограмм силы, либо 45-50 ньютон-метров. Вот. У меня угломер сломался, поэтому я придумал вот такую штуку. На канале будет, как я ее сделал. Вот, стрелочка и распечатал транспортир. Вот. Но будем и так смотреть, и по килограммам. Так, ладно, начнем. Ложим наш транспортир. Вот наша головка будет здесь. Чтобы бумажка никуда не ездила, я ее на магнит шлепну. Вот, и у нас будет, вот, пожалуйста, показывать, как нам надо. Так, выставляем на динамометрическом ключе 45. Давайте я поставлю и посмотрим, будет щелкать или нет. Так, начинаем по схеме. Также по схеме, вот она, из мануала взята схема. Первый этот, второй этот, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Заканчиваем на крайних. То есть как бы разглаживаем прокладку от центра к краям. Так. Поворачиваем как нам надо. Поворачивать будем вправо, значит, вот отсюда можно стрелочкой начинать. Выводим на 0. Вот так. Для удобства, ребят, я перевернул. Тебе так удобнее будет. Вот выставил на 60 градусов. Нам надо до нуля. Так. Немножко повернем, будет 60. И поворачиваем аккуратненько. Без рывков и резких движений. 60. Повернули. Аккуратненько все снимаем. Переставляем сюда на второй болт. Таким же образом. Щелкнул 60 градусов. Да, это где-то примерно, чуть раньше щелкает, это где-то примерно 5 килограмм силы. Ребят, такую конструкцию придумал я сам. Как бы мне так удобней, понятно. Сейчас просто купить негде угломер, поэтому будем таким вот дедовским способом поворачивать. С помощью транспортира. Все гениально и просто, короче. Сработало. Да, где-то в районе 5 килограмм силы. Делаю, ребят, это я не первый раз, поэтому о чем говорю я знаю. Ставил, все работает. Главное, чтобы качественная была прокладка. Настоящее фуфло не берите там разные мандо, херандо там и всякая фигню. Ставьте на такие важные узлы только оригинал. Или проверенного поставщика, хотя бы Виктор Рейн.
Давайте поближе покажу, как это все выглядит. Вот поправляем бумажечку. Вот наш 60 градусов. Нам надо вывести его на 0. Сработало раньше, значит болт был протянут правильно. Все, на 0. Так, вот таким, ребят, дедовским способом протягиваем второй этап. Значит, первый этап мы протянули 25 ньютон-метров. Второй мы повернули на 60 градусов. И сейчас я еще раз пройдусь, сделаю ровно 5 килограмм силы. Без уже градусов. 50 ньютон-метров. Контрольная протяжка второго этапа. Также начинаем по нашей схеме. Все, ребят, ждем теперь еще час, чтобы прокладочка у нас уселась, раздавилась как надо, согнулась, перегнулась, чтобы она все было четко у нас. И продавилась. Все, ждем час. Так, парни, миновал еще час. Берем дальше, продолжаем. Третий этап. Также поворачиваем на 60 градусов. По такой же схеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас я поставил на динамометрическом ключе 6 килограмм. То есть сейчас мы поворачиваем еще на 60 градусов. И должно у нас получиться 6 килограмм. 6,5. Я поставил 6. Сейчас проверим это. Будем проверять и по градусам, и по килограмм силы. Некоторые прям просто по килограммам протягивают головку, некоторые по градусам протягивают. Мы будем делать и то, и перепроверять все. Начинаем. Так, и последний болт. Выставляем. Если срабатывает раньше, ничего страшного, дотягиваем по углу. Сработал раньше, дотягиваем по углу. Так, убираем. И проверяем. То есть 60 ньютон-метров. Сработал. Сработал. Протянули, значит. Сейчас у нас здесь натяжение 6 килограмм. Еще оставляем на час. Я, ребят, пока тут в гараже нахожусь. Так, ради интереса пересмотрел много информации в интернете. Однозначного мнения нет. Вот именно по этим машинам, допустим, да. Кто по килограммам тянет, кто тянет по углам. Такой еще момент. Прогревать, потом подтягивать. Не прогревать, потом подтягивать. Однозначного мнения нет. Я хочу вот именно на этом двигателе попробовать протянуть, еще раз проверить головку по ньютон-метрам после прогрева двигателя. То есть мы закончим этот процесс, соберем двигатель, прогреем его до рабочей температуры, он остынет, постоит у нас сутки, ну не сутки, там день, допустим, да, ночь постоит. И на следующий день я хочу проверить, прослабли болты у нас или нет. Значит, вот с этим двигателем сделаем так. И посмотрим, что у нас получится. Так, ребят, четвертый этап. Еще доворачиваем на 60 градусов. Это получается третий доворот на 60 градусов. По килограммам должно получиться 7-8. Так прописано по мануалу.
Так прописано, специалисты говорят. Вот. Пересмотрела много информации. Где-то примерно так. Я поставил, короче, ключ на 75 ньютон-метров. Давайте проходим. Также я буду использовать и транспортир наш, и ключ. Все так же, все таким же образом аккуратно тянем. В общем, доворот у нас должен быть 190 градусов, получается. Получается, сейчас третий раз 60, это 180. И потом еще один подход, и еще один у нас этап будет 10 градусов довернуть. Так, ребят, прошли мы опять заново все болты. Теперь я увеличу до 8 килограмм. Будет ровно 80 ньютон-метров. Так, все. Сейчас у нас на 80 все щелкает, все работает. И потом через час будем доворачивать до 10 градусов еще нам надо довернуть. Это тогда момент получится 8,5, где-то примерно, ну 9, я, наверное, поставлю 9 или 8,5. Сначала 8,5 поставлю и посмотрим, там дальше поставить. Так, все. Ждем час. Так, остался у нас 5-й этап. Опять машина постояла где-то час. Значит, 5-й этап, это доворот на 10 градусов. Получилось у нас 3 раза по 60, это 180. А надо 190. То есть доворот на 10 градусов. В итоге должно получиться где-то 8,7 килограмм силы. Так, я сейчас уже транспортир на эти 10 градусов использовать не буду. А просто моментом подтяну все болты. Я выставил на ключе 8,8. Пробуем. Также по порядку, как нам прописывает мануал. 8,8. Сработало. Так, все, с этим мы закончили. Сейчас собираем ГРМ, собираем все, прогреваем. И потом я хочу проверить, после прогрева двигателя была просадка, прокладки, послабли болты или нет. Посмотрим. Так, все, головка блока у нас стоит. Собираем в обратном порядке. Ставим вот этот пыльник ремня ГРМ, первое, на свое место. Перед тем, как вставлять, надо одеть вот этот проводок на датчик температуры. Первый пуск после замены головки блока, и буду прогревать до рабочей температуры, потом оставлю на ночь и посмотрим, ослабли болты у нас или нет с новой прокладкой. Давайте первый пуск.
Все, ребят, машина завелась, работает. Сейчас жду, прогреваю до рабочей температуры и остужаем его до конца и посмотрим, как у нас болты. Все, друзья, прогрел я автомобиль, снял клапанную крышку. Мы попробуем сейчас дотянуть ее. 8,7 килограмм я выставил на ключе. Тут есть и ньютоны, и килограммы. Ну, ньютоны немножко там по-другому, там какая-то погрешность есть. Вот. Пишут, сколько материалов пересмотрел в интернете. Очень много-много-много. Сидел несколько дней, смотрел, читал все, что пишут про эти двигателя. Вот. Ну, и пришел к мнению, что где-то в районе 8,7 дотягивают ребята, которые занимаются двигателями конкретно. Вот кто-то дотягивает, кто-то не дотягивает. Вот я тогда затянул где-то 8,7, да. Сейчас посмотрим, прослабли болты или нет после прогрева двигателя. Начинаем также по схеме. Этот у нас первый. Давайте попробуем. Не провернулся, мне кажется. Ничего не просело. Тоже не просело. Чуть-чуть повернулся пятый, а так в принципе все отработало на 8,7 килограмм. Все, друзья, с ремонтом головки блока мы закончили. Прокладку поменяли. Посмотрели, что после прогрева двигателя ничего не изменилось. Осталось все в тех же нормах, в тех же показателях. Поэтому я так понимаю, что не нужно прогревать двигатель, потом доворачивать. Ничего не доворачивается. Все как по мануалу. 8,7 килограмм силы я использовал на динамометрическом ключе. На этом все. Заканчиваю. Всем удачи, всем здоровья. Пока.